период принятия бюджета на 2021 год остро стояли вопросы, которые в первоочередном порядке необходимо было решить, чтобы упредить сегодняшнюю ситуацию в электроэнергетике. Освежу в вашей памяти, что нами, депутатами, требовалось от исполнительной власти. Первое. Запретить деятельность по майнингу криптовалют в сетях единого оператора. Мы законы приняли? Приняли. Предусмотреть денежные средства на ремонт высоковольтной линии Ачегвара, а также установку приборов учета электроэнергии. Какой компромисс был достигнут? Денежные средства на установку прибора учета предусмотрены в бюджете. Это первое. Да, мы предусмотрели. Вы помните, когда принимался бюджет, путем продавливания 100 миллионов были приняты. Согласна. А в части ремонта высоковольтной линии Ачегвара президентом был определен точный срок, когда необходимы для ремонта оборудования будут в республике. Числа, напоминаю, 10-15 апреля и сумма объема оборудования 70 миллионов. На сегодня у нас какое число, коллеги? 1 июля. И этот вопрос так и не решен. Видимо, и вправду идет масштабная дезинформация президента, и он все еще это не понял. Мы можем ему в этом помочь, депутаты парламента. Если он сам не в состоянии, пожалуйста, мы готовы с ним работать, с президентом. Вопросов нет. Что мы имеем в сухом остатке из предложенных инициатив? Запрет на майнинг криптовалют продлен. Да, это правильно, положительный момент в этом присутствии. Но в реальности дела обстоят иначе. Деятельность осуществляется и в гораздо меньшем масштабе, чем это было в самом начале. Ремонт высоковольтной линии Ачегвара так и не начат. С приборами учета вообще непонятная ситуация. И будут ли выделены денежные средства на два вот этих самых важных аспекта, на чем делали акцент депутаты. Хочу обратить ваше внимание на то, что вопрос ремонта высоковольтной линии Ачегвара был максимально эффективен. Вот самое главное. Эффективен в период ремонта деривационного туннеля на Ингургес, так как Абхазия получала переток электроэнергии. Сейчас же нам дополнительно придется получать переток на период ремонта данной линии, а это дополнительные расходы бюджета. Если вообще она будет этот ремонт. Но если он будет, то будет дополнительный переток. Вот конкретно вопрос. Отсюда вопрос. Какая задолженность по перетоку на сегодняшний день? Назовите источники погашения задолженности. Нам сообщает Кристина Константиновна, что инвестпрограмма будет источником погашения, но мы до сих пор не увидели решения сопредседателя по изменению инвестпрограммы. Также хочу просто проинформировать, уважаемые коллеги, что 2 депутата Народного собрания являются членами межправкомиссии. Нас оттуда никто не выводил. И решение сопредседателя, которое, даже если оно и есть, оно должно приходить в рабочем порядке для информации в парламент. Таких документов у нас нет. И важный вопрос. И какие объекты будут исключены из нее, чтобы погасить задолженность? То есть это из нее инвестпрограммы. То есть за счет инвестпрограммы какие будут объекты исключены? Напоминаю всем, что легализация майнинга криптовалют привела к тому, что мы на 1,5 месяца раньше планируемого в 2020 году начали получать переток электроэнергии. Какая сумма задолженности за незапланированный объем перетока? Возвращаясь к приборам учета, хочу прокомментировать Я вас очень уважаю, но я должна вас прокомментировать, если вы мне позволите. Да? Да. На вопрос о 100 миллионах рублей. Значит, что вы сказали в интервью? Это будет капля в море, мы хотим охватить... прошу прощения, это будет капля в море. Мы охватим несколько домов. Нужно было у нас спросить, что у нас горит, что первоочередное. Я считаю, что по любому энергетическому вопросу нужно посоветоваться с энергетиками. Уважаемый Михаил Валерьевич, ничего личного, кроме желания, так же, как и вы, помочь нашей стране. Как-то дорого, понимаете, 100 миллионов на несколько домов. Правда, да, я поняла, да, я поняла. Это, конечно, образное, конечно, мы понимаем. Вот, это первое. Второе. Что-то мы не заметили, вот честно сказать, исходя из представленного проекта республиканского бюджета, что у вас есть первоочередные проблемы, и с вами кто-то в правительстве советовался вообще. Или у вас есть что нам сказать по поводу того, что вы обращались в правительство при формировании бюджета, но вас проигнорировали. Мы вам в этом только в помощь, если честно. Абсолютно. И третье. Даже это, как вы говорите, капля в море, почему-то была воспринята с большими проблемами. Вы помните, когда мы принимали бюджет? Это было практически 1 апреля, чуть ли не 1 апреля. Мы так друг друга с юмором отнеслись к 1 апреля. На сегодняшний день курирующим
Это, Кристина Константиновна, уважаю вас, но я не могу не сказать. Да, очень внимательно. На сегодняшний день курирующим центральным органом государственного управления в энергетике является Министерство экономики. Согласно положению Министерства экономики от 13 июля 2020 года, одной из основных задач министерства является разработка и реализация государственной политики в сфере электроэнергетики. Представьте, пожалуйста, нам разработанную государственную политику в сфере электроэнергетики, а также отчет о ее реализации. Это ваша прямая обязанность. Но мы вот за период работы мы ничего этого даже не видели. Также задача является вашей задачей подготовка прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Абхазия на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Обеспечение их реализации во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти. Пожалуйста, представьте нам такие программы. У нас складывается мнение, что весь этот период осуществляется целенаправленное ухудшение положения дел в этой сфере для возможности, а точнее, с единственным выходом из кризиса – ее продажа так называемым инвесторам. Также меня очень глубоко возмутило, и не могу это здесь вам не заявить, что мы узнаем от посла Российской Федерации, что вопрос вливания инвестиций в энергосистему уже решен с руководством страны, и есть план действий. Почему этот план не представлен в парламент? Но то, что это рекомендует посол, и то, что это уже есть в исполнительной власти, а мы что здесь, статисты? А мы кто здесь? Депутаты, уважаемые, вы просто статисты. Наверное, это будет правда. Вот. И как инвестиции, хочу спросить, Кристина Константиновна, как инвестиции связаны с изменением законодательства республики в части энергетики? Ну как это связано? Здесь закон об инвестициях, и он нам позволяет вкладывать в нашу энергетику денежки. Пожалуйста. А при чем тут изменение закона? И чего боятся депутаты? И чего вы боитесь, коллеги? Уважаемые депутаты, значит, нами разработана программа по налаживанию контроля учета потребляемой электроэнергии. Программа, значит, предусматривает реализацию, соответствующих мероприятий во всех регионах Республики Абхазия. Значит, что она в себя включает? Включает она в себя две позиции. Это приобретение счетчиков и, соответственно, расходы на их установку и энергосервисное оборудование. Понятно, что стоимость данной программы достаточно существенная для, значит, финансовых возможностей нашей страны. И в этой связи по согласованию с российской стороной достигнута договоренность, при которой будет заключен соответствующий контракт уже в текущем году, значит, по установке приборов учета с отсрочкой платежа. Порядок, условия реализации этого мероприятия, безусловно, мы будем отрабатывать с вами для того, чтобы и цена, и, соответственно, качество выполняемых работ соответствовало нашему техническому заданию. Поэтому в рамках подготовки этой программы Черноморэнерго провела соответствующую работу и готова будет, наверное, детализировать какие-то вещи, если для этого будет необходимость, если у депутатов возникнут какие-то предметные вопросы. Поэтому я какую-то часть информации дам возможность озвучить Черноморэнерго как разработчикам этого направления. Значит, в итоге сейчас мы проводим консультации с рекомендуемой российской стороной организации. Она у нас была здесь буквально на этой неделе. Есть уже предварительные результаты этой работы. А в ближайшие 2 недели у нас планируется рабочая встреча в Москве по согласованию основных вопросов, которые должны быть урегулированы в рамках, значит, этого мероприятия, для того, чтобы потом начали формировать контракт. Хочу сказать, что по предварительным срокам, которые мы согласовали, реализация этой программы уже с 2022 года полноценно будет работать. Теперь, что касается, почему именно 100 миллионов не востребовано. Потому что текущая ситуация подсказывает, что если у нас есть возможность не отвлекать эти средства сейчас на счетчики, а реализовать эту программу в рамках общего плана мероприятий, то какой нам смысл сейчас закупать какую-то
какое-то небольшое количество счетчиков и реализовывать их, да, и устанавливать их. Наверное, будем с вами вместе обсуждать и принимать решения. При этом, учитывая, что депутатский корпус очень трепетно относится к ситуации финансовой Черноморэнерго, и мы приветствуем данную позицию, хочу сказать, что у нас есть предложения более актуальные для того, чтобы поддержать энергосистему уже здесь и сейчас. Речь идет о подготовке стратегического запаса для, значит, в период осенне-зимнего максимума, для того, чтобы склады Черноморэнерго, как в 2020 году в августе, не оказались бы с нулевым балансом. Поэтому я думаю, что в этом вопросе мы с вами, наверное, проведем рабочие встречи, и если вы нас поддержите, мы с такой инициативой выйдем. Соответствующий перечень, значит, материалов и оборудования, необходимых для создания такой складской позиции, у Черноморэнерго выработаны. Я думаю, они готовы будут вам его представить. И, соответственно, будем решать вместе с вами, что с этими средствами будем делать. Покупать на них счетчики и просто в каком-то маленьком объеме где-то их установим, либо купим материалы, провода и другие комплектующие, которые нужны будут для, значит, соответственно, использования их в случае острой необходимости. Я хочу сказать, я не услышала вообще ни на один вопрос, который я задала, ответа. Но это в дальнейшем. В таком случае я перехожу к следующему выступающему. Мы предоставляем слово Гарри Гурамовичу. Мы уже, Кристина Константиновна, три. Я тогда еще раз их повторю, если вы... По одному ответила Кристина Константиновна. Я понимаю, что вы не решили... Совершенно верно, да. Давайте слушать. Я говорила о цифрах, но я не услышала, кроме того, что о намерениях. Как это говорится, есть протокол о намерениях, который вы будете обсуждать в Москве. Вот это я поняла. Вы будете на уровне отраслевом встречаться и будете принимать там решения. Вот это я поняла. Я спросила, на сегодняшний день я беру с учетом того, что информация, которая поступает в средствах массовой информации, где вы часто выступаете, и вы говорите, что данные будут за счет инвестпрограмм. Это были ваши слова. Я спросила, за счет каких программ будет осуществляться оплата задолженности? Какие программы выпадут из инвестпрограммы? Я не успела ответить, но да. Теперь, что касается перетока. Да, действительно, всех беспокоит, и переток есть, и он, кстати говоря, Наталья Викторовна, был с 2016 года. Нет, я просто хочу озвучивать цифры. Вы же сказали, какая задолженность, но у нас есть задолженность за прошлые периоды, и я должна же ее озвучить. Давайте статистику озвучим. И суммарный объем перетока в 2016 году 108 миллионов киловатт-часов. Задолженность погашена за счет инвестпрограммы в сумме 221,8 миллионов рублей. 2017 год. Объем перетока 195,8 миллионов киловатт-часов. Задолженность погашена за счет инвестпрограммы в сумме 550 миллионов рублей. Кстати, протокол 13-го заседания МПК – это задолженность 2016 года, задолженность 2017 года, протокол 15-го заседания МПК. В 2019 году, конец года, 69,4 миллиона киловатт-часов. Задолженность там не было в тот период. Да. Задолженность погашена за счет инвестпрограммы в сумме 190 миллионов рублей. Протокол 18-го заседания МПК. В 2020 году, февраль-март, начало года, соответственно, объем перетока 69,4 миллиона киловатт-часов. Задолженность будет погашена за счет инвестпрограммы в сумме 162 миллиона рублей, решение сопредседателей. Почему сейчас пытаюсь градировать периоды? Период 16-20 год, по ним задолженность, которая была уже урегулирована объемами финансирования за счет инвестпрограммы, суммарно 221, 550 миллионов, 190 и 162 миллиона рублей превышает 1 миллиард рублей. Таким образом, Республика Абхазия за 4 года, не считая значит, конец 2020 и 2021 года, оплатила за счет инвестпрограммы и остаток заплатит в сумме, превышающей 1 миллиард рублей. Это к вопросу о финансировании перетока
о том, обоснован ли был переток, о том, какие меры предпринимались по экономии электроэнергии, в том числе в период 18, 19, 20 год, когда развивалась деятельность по майнингу криптовалют, в том числе в период запрета майнинга криптовалют. То есть речь идет о том, что потребление у нас из года в год росло. Такое же соотношение, значит, объемов потребления электроэнергии между Республикой Абхазия и Республикой Грузия, как вы можете, в принципе, удостовериться, если запросите информацию в Черноморэнерго, это о распределении удельного веса, которое, значит, относится к потреблению Республики Абхазия. Таким образом, с 2015 года Абхазия потребляет более 40%. Это что касается периода до 2020 года. Теперь период начала 2020 года, конец, так же, правильно, Гурам? Конец 2020 года и, соответственно, начало 2021 года, в том числе с ремонтом Ингургэс. Общий объем потребления составил порядка 1 миллиарда киловатт-часов. Значит, данная ситуация, это электроэнергия, на данный момент не является задолженностью Республики Абхазия, потому как на данный момент никаких обязательств по оплате данной электроэнергии перед абхазской стороной не стоит. Это то, что касается... Да. Теперь, что касается вашей реплики относительно инвестпрограммы. Речь о финансировании данных расходов за счет инвестпрограммы не стоит. И никто таких вопросов не ставил, и таких предложений абхазская сторона не делала. Теперь, что касается решений сопредседателей и самой деятельности межправкомиссии. Действительно, депутаты являются членами межправительственной комиссии, но, как вам известно, ни одного заседания межправительственной комиссии за период 2020-2021 год еще не было. Что касается решений сопредседателей, вы, как член абхазской части межправительственной комиссии, знаете, что существует соответствующий регламент принятия решения в рамках решения сопредседателей. Другое дело, что если вас интересует, какие решения принимались, безусловно, в официальном порядке я вам направлю последние решения сопредседателей для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Теперь еще раз хочу вернуться к вопросу и сказать, что за счет инвестпрограммы были погашены все задолженности за переток с 2016 по 2020 год включительно. Я надеюсь, я удовлетворила вас ответом. Что касается вопроса ремонта ВЛ Ачеглара. Да, действительно, в рамках формирования проекта бюджета Республики Абхазия на 2021 год данный вопрос рассматривался на заседании комитета, и в том числе в рамках сессии. Хочу сказать, что инициатива по ремонту ВЛ Ачеглара абхазской стороной была инициирована еще в октябре 2020 года в рамках первого большого совещания в Министерстве энергетики Российской Федерации о том, как мы будем получать переток в рамках ремонта Ингуры ГЭС в период остановки. Данные мероприятия официально запротоколированы, они есть. После октября, значит, соответственно, в ноябре и в декабре были официальные обращения от Министерства экономики в адрес профильного министерства о том, что нам необходимо данную работу провести. Кроме того, данное мероприятие по нашей рекомендации, значит, было направлено в Министерство экономического развития с целью определения источника финансирования. Понятно, что бюджет Республики Абхазия, испытывая достаточно острый дефицит финансовых средств, безусловно, был ограничен в этих возможностях. Но здесь имело значение два фактора. Первое – это мобилизация этих средств, с одной стороны, для того, чтобы, значит, заключить контракт на изготовление и поставку материалов, необходимых для его ремонта, что, соответственно, безусловно, было сопряжено с определенным периодом времени. Да, значит, мы, в принципе, этот вопрос урегулировали с точки зрения определения источников финансирования. Как вы знаете, мы контракт заключили до того, как был он определен. И, соответственно, по рекомендациям технических служб Черноморэнерго,
в целях не обременения самой линии проводом в связи с его тяжестью, а так как опоры не предусматривается ремонтировать, пришлось, соответственно, заказывать провод другого сечения, но я буду, наверное, глупо выглядеть, если я сейчас буду технические вещи говорить. Коллеги озвучат, я буду говорить в общих чертах. И, соответственно, чтобы не создать серьезную ситуацию, при которой, повесив провод, мы бы получили бы еще большую нагрузку, по рекомендациям с российской стороны мы решили изготовить провод другого сечения. И, соответственно, так как на складах предприятий-производителей такого провода не было, нам пришлось, соответственно, его изготавливать. Период его изготовления составлял порядка 2 месяцев. Вот с чем была связана задержка. На данный момент большая часть груза уже завезена. Мы ожидаем последние несколько машин в период до 5-7 июля и начинаем согласовывать график проведения работ. Для того, чтобы мы могли минимизировать процесс ремонтных работ с точки зрения отключений и необходимости перетока, российские коллеги нам готовы оказать соответствующую техническую поддержку. И для того, чтобы работы были проведены качественно, мы с Минэнерго России достигли договоренности, при которой они будут оказывать техническую поддержку в рамках проведения этих работ. На следующей неделе, если получится, у нас груз будет уже здесь, мы, соответственно, с Черноморэнерго выезжаем на консультации с предложением по графику проведения работ. И, соответственно, после согласования данного графика и соответствия всех технических параметров мы приступаем к ремонту ВЛ Че Гевара. Источником финансирования ВЛ Че Гевара являются средства, которые были предусмотрены на строительство тюрьмы. Почему мы определили источником именно этот объект? Потому что средства на проектирование составляли 130 миллионов рублей, но само строительство обходится порядка 2,5 миллиардов рублей. Но так как средств таких не предусмотрено в инвестпрограмме, а ПСД может быть не актуально к моменту определения источников финансирования, российская сторона в этом вопросе пошла нам навстречу. Я полностью согласен, в принципе, с выступлением Натальи Викторовны и чуть-чуть не согласен с высказываниями, комментариями Кристины Константиновны. И не хотелось вообще уходить в эти цифры года, что было до этого, 2016 год, 2017 год, который вы часто озвучиваете во всех своих выступлениях, на заседаниях и в Черноморэнерго, и у нас здесь. Если уже об этом вы хотите поговорить, я хочу разъяснить по цифрам, чтобы было понимание для нашего населения, тоже, что на самом деле происходило. И вот так разъяснить, и небольшой анализ, который мы сделали, депутаты данными вашими Черноморэнерго предоставлены нам, небольшой анализ, и хочу про него рассказать нашему населению тоже и всем присутствующим. Да, хочу обратить внимание присутствующих и общественности на то, что не всегда цифры, которые приводят для аргументации своих действий представители исполнительной власти, являются достоверными. На чем основывается мое высказывание? На том, что потребление Республики Абхазия в разы увеличилось после легализации деятельности по майнингу криптовалют. Такое потребление Абхазии по годам в процентном выражении относительно выработанного количества электроэнергии Ингургес. Хочу по годам вам прям, вот вы сейчас озвучивали до этого, вот с 2016 года у нас потребление 40/60, у нас мы, как все знают, делим генерацию, да, по умолчанию, там может документов на это нет, но всем об этом известно. Вот в 2016 году мы потребляли 46% от общей генерации, потребили. В 2017 году 47% генерации мы потребили. В 2018 году, обратите внимание, Кристина Константиновна, я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти цифры. В 2018 году у нас потребление было в рамках 40%. Напомнить тоже вам, наверное, нужно будет, потому что вы часто говорите о постановлении
о запрете на деятельность, как постановление, которое не работало, только усугубило, в принципе, рост потребления. Но так получается, что в 2018 году мы сдержали нормы и остались в рамках 40%. 2019 год по процентному соотношению мы чуть-чуть до 50% дошли, но это из-за низкой генерации еще было. И в 2020 году мы потребили 70 с лишним процентов, правильно? Да, около 70. То есть только за 2020 год потребление увеличилось на 440 миллионов киловатт-часов в абсолютных показателях относительно 2019 года. В 2019 году у нас потребление годовое было 2 миллиарда с чем-то, 2,63, а 2020 год закончили мы с потреблением 2 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов. Ну, известный факт, да, мы еще раз хотим про них поговорить, потому что вы говорите о том, что очень сильный рост шел годами, накладываясь на друг друга, активно мы хотим разъяснить, разграничить, чтобы вот этот миф давайте не будем полемизировать, я доскажу, а потом свои замечания вы скажете. О значительном уровне потребления также свидетельствуют слова Ливана Мибоня в интервью АГТРК и официальные данные, которые у нас есть. Потребление в мае месяце 2018 года мы за месяц потребили 100 миллионов киловатт-часов. 2019 год, май, 112 миллионов киловатт-часов. 2020 год, 161 миллион киловатт-часов. В мае текущего года мы потребили 200 миллионов киловатт-часов. Это увеличение в 2 раза. Это недопустимые, наверное, какие-то нагрузки. 208, да? Ну да, 200. Данные цифры говорят сами за себя, в принципе, рост потребления в 2020 году и в 2021 очевиден. Также свидетельствует о том, что деятельность по борьбе с незаконным подключением к сетям Черноморэнерго является крайне неэффективной и зачастую носит фиктивный характер. Где-то вообще еще и выборочный, свой, чужой подразделяется. Здесь такое тоже бывает. Да. И в принципе неэффективность по борьбе с майнингом криптовалют вчера на совещании вы сами подтвердили, Кристина Константиновна. Да. Более того, предложенный законопроект исполнительной власти в части ужесточения ответственности за незаконное подключение приняты парламентом. Хотя мы предупреждали о неработоспособности данных правовых норм. Как следовало ожидать, это не способствовало улучшению положения дел, а наоборот, такое ощущение, что вообще усугубило в какой-то мере. И еще хочу сказать, что на момент принятия постановления о легализации майнинга криптовалют, это был сентябрь, 21 сентября, правильно? На тот момент мы потребили в абсолютных показателях 1 747 киловатт-часов, миллионов киловатт-часов. Это примерно 40% от общей выработки предполагаемой. Вот, в принципе, мы подошли к сентябрю уже с превышением лимита. У нас был, в принципе, уже 0 киловатт, правильно? 0,0. И с предложением о легализации майнинга, когда вы вышли, вообще мы это с первого дня считали абсурдным, и вообще что это означало, я не знаю, как это комментировать. Оценочные суждения тоже нам, наверное, не положено. Здесь, слава богу, сотрудники СГБ сидят и сотрудники МВД, прокуратуры нету. Наверное, возьмут во внимание, да, что для чего это было смысл легализовывать какую-то деятельность, которая принесет в дальнейшем, предполагаемые нагрузки хотя бы на 1 мегаватт же были. Что вы хотели им продать? Я не могу понять. И вот сейчас мы наконец-то увидели Ливана Мибоня, который, как мы понимаем, вы его как эксперта, знающего своего дела, нам по абхазскому телевидению его интервью показали, правильно, ссылаясь на его мнение, что оно значит, это не просто так он, наверное, говорил, не врал нам, я думаю, да? Он знает проблемы. Да. И, наверное, было бы логично вообще в начале, когда вы еще до принятия постановления, пройти также
спросите у этого специалиста, который знает, сколько мы потребляем, сколько дает электроэнергии, вообще возможно увеличение потребления. И вот этот вопрос еще можете оставить, ответить на него. Вы с ним советовались или с кем вы советовались? Нет, да, с кем вы советовались, на какие данные вы основывались, что человека вы сейчас, уже когда вы его привезли, уже в принципе мы уже прошли некоторые моменты, когда уже невозможно что-то поменять. Да. Насколько нам известно, российская сторона предоставила нам переток 800 миллионов киловатт-часов на период ремонтных работ деривационного туннеля на Ингуре-ГЭС. В тот период очень много говорилось об этом по телевидению, там, в СМИ, и вообще разговоров. И знаете, я немного отвлекусь, дети подрастающие, они когда слышат незнакомые вещи, задают очень много вопросов. И вот у меня получилась ситуация, как в том стихотворении Маяковского, и спросила Кроха, что такое переток, а что такое плохо. И ребенок спрашивал, что такое 800 миллионов киловатт на 100 дней, слышит часто. Я объяснил, что российская сторона нам дает 800 миллионов киловатт-часов. И несложными арифметическими действиями ребенок посчитал, третьеклассник, что 8 миллионов киловатт в день. Ребенок. Но под конец перетока вдруг Черноморэнерго пресс-служба нам заявляет, что российская сторона нам установила лимит отпуска электроэнергии по перетоку 7 миллионов киловатт-часов. В сутки, да. Так я почему пример привел, в стихотворной такой какой-то форме. Ребенок, если в 3 классе в начале перетока понимал, что лимит у нас 8 миллионов, а мы потребляли во время перетока 10-12 миллионов киловатт-часов, не дадут соврать операторы Черноморэнерго, это информация общедоступная. То есть в такой сложный период нам не удосужились сказать достоверную информацию, нам и народу в целом. Это очень важно в такой нелегкий период говорить правду народу. Это первое. Второе, что хотел бы сказать, такой более простой анализ официальных данных о том мифе, я подчеркиваю, крайне важно о том мифе, что бесконтрольный учет электроэнергии начался с 16-17 года. Просто маленький анализ, с 17 по 19 год, за 3 года, включительно по 19, рост потребления, вы можете, цифры они в общем доступе, рост потребления за 3 года составил 62 миллиона киловатт-часов за 3 полных года. Хотя в 2020 году, то есть с начала 19 по конец 20, рост составил относительно 19 440 миллионов киловатт-часов. Я думаю, это несопоставимый такой скачок роста потребления, и он говорит сам за себя. И еще в условиях нашей энергосистемы в аварийном, в каком состоянии находились наши сети и так далее. И теперь представьте себе, какой происходит износ оборудования, сетей, подстанций. Вот здесь я представляю, у меня в роду были энергетики, которые более 40 лет работали в системе, поверхностные у меня знания, конечно, не профиль, но вот здесь Наталья Викторовна говорила, что там статья 295, более правоохранители знают, Уголовный кодекс, но я бы классифицировал то, что происходит с нашей энергетикой, немножечко по-другому. Пунктом части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Я раскрывать не буду, правоохранители меня понимают, наверное. Касаемо закона об электроэнергетике, я так скажу свое субъективное мнение и суждение, что намеки, которые витают, намеки парламенту на необходимость изменения законодательства в части закона об электроэнергетике, я полагаю, это являются в части 1 статьи, в части 1 статьи 11 закона об электроэнергетике. Я считаю, эти намеки являются антигосударственными и вообще угрожают нашему суверенитету, как бы высокопарно это ни звучало. И я считаю, изменения и инвестирование путем изменения формы собственности наших энергетических сетей – это потеря большей части суверенитета, и следом можно выставлять, там 2 атрибута еще стоят. Это мое субъективное мнение. Если 40% составляли в прошлом году, наши 40% от выработки, примерно 1 900 000 000 киловатт-часов,
Мы потребили 2 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов. Да. Вот эти 70%, которые, да, это, ну, вот тому же Ливану Гулливеровичу мы должны сказать, выразить благодарность, потому что благодаря этому нам удалось как-то протянуть до начала вот этих 800 миллионов киловатт, которые были рассчитаны на переток. Помните тяжелый Новый год, после новогодние вещи, когда нам вот это оборудование, Наталья Викторовна, если еще кто-то посмотрит, ну, я думаю, мы будем вам благодарны. Выработала ресурс. Из-за чего? Из-за лет. Оборудование на подстанциях 80-х годов, оборудование на станциях 60-х, 70-х годов. И если вот подстанция Сухум-1, которая сгорела, там такое было, то вот эта подстанция, а мы уже создали комиссию и очень хорошо изучим. Кстати, Наталья Викторовна, не было нагрузок там. Не было там нагрузок, нагрузки были нормальные. Там мы выясняем причины, не буду голословно. Возможно, все может быть, это, я думаю, технический момент, но я к чему говорю? Это одна из 7 подстанций, которая где-то что-то делалось за последние годы и меньше всего вызывала у нас опасения. Вот сейчас мы проводим профилактику, да, начали с ПСО, уже дошли до ЭПИТа. Вот здесь сидит Цыбович, да, который может более подробно технически рассказать, но 2 трансформатора стоимостью где-то 70 миллионов надо менять срочно, до зимы не доживут. А все остальное, если начнем рассказывать, ну, это в любой момент может повториться то, что было на вот этих 2 подстанциях. Теперь по этому году. Значит, почему мы говорим о 100 миллионах? Конечно, приборы учета. Конечно, вот эта программа, когда она будет утверждена правительством, представлена вам, это 2-3 года. Есть еще какие-то намерения, но они все заработают как минимум через год, через 2. А у нас впереди эта зима, сегодняшняя зима. У нас такой же пустой склад. Тут пресса, ну как есть скажу, да? По знакомым все в Абхазии живем, мир не без добрых людей, практически в рассрочку. Нам приходилось вот эти запчасти, он нам привозил, мы рассчитываемся по той же схеме, действуем. То есть с Божьей помощью во многом мы прошли прошлую зиму. 800 миллионов в стихах не знаю как, но крохи скажите, переток сам по себе это очень плохо. А эти 7, вот это после, вы помните, была авария на Кавказёне. Потом была авария, заявленная российской стороной, с той стороны. И при том, что есть 800 миллионов, нам говорят, при потреблении суточном 9,5, насколько я помню в то время, нам говорят, больше 7 вы не получите. Вот эту разницу мы вынуждены были компенсировать перетоком. Первый летний переток, Наталья Викторовна, значит, после того, в мае месяце, по-хорошему, чтобы нам хватило наших 40%, 40%, и то это, вы знаете, так, да, джентльменское соглашение, да, если там джентльмены. Пока работает, но если мы будем каждый год по 70% забирать, оно перестанет, вообще без генерации. Мы давно на грани. И в прошлом году были на грани, и лучше вас это знаю точно, что мы были на грани, и в этом году мы на грани. А это все, что мы имеем свое. Вот эти 40%, все, что мы имеем свое. Хорошо, дай Бог, ну в этом году еще как-то мы где-то что-то протянем. Кристина Константиновна там договорится о перетоке, потому что без него не обойтись. Я приведу вам цифры, да? Вот, Амир Иванович, поправьте, если буду ошибаться. 1 500 миллиардов на 9 месяцев последнего года, вот с мая месяца, как отремонтировали Ингургес, это наши 40%. Примерно 1 500 миллиардов. Уже порядка 400 мы с вами израсходовали. По нашим прогнозам, в конце октября наша доля закончится. Кроме того, есть угроза, почему мы ввели ночные ограничения, помимо того, что нам надо что-то сэкономить, есть еще угроза того, что та сторона, если бы мы их не ввели, увеличила бы свою долю, чтобы довести до тех 40, и у нас водичка бы просто быстрее там закончилась. И как в прошлом году тянуть до января не получилось бы точно. Если экономить, более того, нам с сентября, мы должны были с мая по 6 часов экономить, чтобы уложиться вот в эти... А почему рост такой потребления, вы об этом не думаете? Я сейчас продолжу. Думал, конечно, каждый день думаю. Только об этом и думаю. Каждый день, да, мы все народ, мы все страдаем. Что касается майнинга, это проблема, почему мы говорим 16-й, Кристина Константиновна говорит, иногда год. Она зародилась в те годы. И первые 2, ну, может, даже раньше, но не в таких масштабах, не в таких объемах. Эта проблема была еще тогда, но не в таких
Не в таких масштабах. Я сейчас закончу. Я сейчас закончу, Гарри. Вы же сами призываете не говорить новые Гарри, я старые. закончу, будут еще вопросы, я Коллеги, отвечу. вы придерживаетесь своего же регламента. Почему говорим о этих годах? Значит, до 2018 года, когда было принято хорошее, правильное постановление о запрете деятельности, но, к сожалению, этим постановлением не был запрещен ввоз. Постановление, о котором вы говорите, которое разрешительный характер, оно было призвано, если вы его внимательно почитаете, упорядочить то, что мы уже... Гарри, По всему. Гарри, я тебе серьезно на любые вопросы отвечу, если они у тебя появятся. Извини, что на ты, мы ровесники почти. Да, с конца 19-го пошел серьезный рост нагрузок. 20-й серьезный рост нагрузок. 21-й еще больше. Я вам по другие цифры переведу. Вот сейчас суточное потребление у нас порядка 6,5, да, Амир Иванович? Миллионов киловатт-час. В прошлом году где-то до 2 миллиона примерно было меньше. Допустимое до 4 миллионов киловатт-час. Что даже если мы, вот чтобы мы понимали, да, даже если мы пройдем, ни одна подстанция нас больше не подведет, Кристина Константиновна договорится о перетоке. Зимой, если мы с этими нагрузками не справимся, нам все равно придется отключать по нагрузкам, чтобы беречь электричество. Проблема комплексная. Кто только с ней не пытался справляться. А вот здесь многие сидят депутаты, которые не понаслышке, даже в Черноморэнерго приходили, беспокоились, мы вместе думали, как найти выход из этой проблемы. Проблема носит массовый характер. Носит, ну как вам объяснить, она, да, конечно, она сейчас вообще, все, она взорвалась. Взорвалась и может уничтожить нашу пики, и может уничтожить нашу энергетику. И нам всем вместе надо, начиная с себя, заняться ее решением. Что только не делали. Мы сами пытались отключать. Штабы были созданы, дает какой-то сиюминутный эффект. Я сейчас не хочу ни в коей мере говорить, там, этот виноват, тот виноват. Искать виноватых сейчас дело последнее. Последнее дело. Нам надо реально решить, как нам выйти из этой ситуации. Вот мы правильно говорим, что она государственная должна остаться, но если мы ее не сохраним хотя бы такой, как она есть, вот полумертвой уже, тогда о чем мы вообще будем говорить? Михаил Валерьевич, вы хорошо помните неоднократные наши здесь встречи, когда депутаты говорили, ящик Пандоры открывать нельзя, мы не будем не в состоянии закрыть эту деятельность, люди фермы растащат по домам, будут майнить, наша электроэнергетика не выдержит. Было, по-моему, здесь неоднократно говорилось об этом, но волевым решением, не учтя мнение наших энергетиков уважаемых, которые делают все возможное, чтобы наша энергосистема не рухнула, не посоветовавшись с парламентом. Я только что сказал, я извиняюсь, учтя мнение. Ваше мнение, как учли, мы видим. Теперь хочу вернуться к вопросу, когда уважаемая Кристина Константиновна все время ссылается. Я не буду говорить за другие лица, которых сегодня здесь нет. Я буду говорить только о тех, кто присутствует здесь. Вы начинаете приводить нам примеры, что наша электроэнергетика начала обваливаться с 2016 года. Да, мы все знали, в 2018 году здесь, на нашей площадке, проходило совещание с приглашением уполномоченных органов, которые обсуждали вопрос легализации или запрета майнеров. Вы говорите, что в 2018 году бывшее правительство, к сожалению, к которому вы так пренебрежительно относитесь, имею в виду вас, Кристина Константиновна, я сейчас хочу и процитировать вас. Вы говорите, что они приняли половинчатое решение. Я хочу вернуться к цифрам. Цифры, как известно, вещь упрямая. Зачитываю. Потребление 2016 года. По сравнению с 2016 годом, потребление в 2017 году выросло всего на 4,4%.
С 17 по 18 год у нас потребление, где вы говорите половинчатые решения, сократилось на 4,6%. В 2019 году по сравнению с 2018 годом на 7%. Хотите, озвучу в абсолютных цифрах. Хотя я далее продолжу, какую информацию вы даже подаете, где глава государства нашего, эти цифры, наверное, дает уполномоченный орган, где говорит, что за этот означенный период у нас потребление увеличилось на 440. Искаженные цифры, оказывается, вы подаете главе государства. Теперь это факт. И вы повторяли эти цифры. Можем подтвердить, где вы давали интервью. Так вот, и у нас, здесь на нашей площадке, вы об этом говорили. Так вот, с 2016 года по 2019 год у нас потребление увеличилось, к вашему сведению, на 139 миллионов киловатт-часов. Если взять в годовом разрезе по росту, это составляет всего 46 миллионов киловатт-часов в год. Вы говорите, что эти майнеры в прошлом правительстве потворствовали им и привели к обвалу нашу энергосистему. Так вот, на 440 миллионов киловатт-часов, если в годовом исчислении взять, в 10 раз, не в 2, не в 3, в 10 раз выросло потребление с предыдущими годами. И вы ссылаетесь на компетентность ваших предшественников. Процитирую вас. Интервью 15-12 месяц, 20 год. К сожалению, познания не только в экономике, но и в проблемах энергетики страны, в частности, у нашего критика весьма поверхностные. Об этом свидетельствуют его высказывания, которые относятся к электроэнергетике, обещания крипторая, но он, как никто другой, должен был знать, что потребление республикой электроэнергии превышало 40%, а энергосети находились в аварийном состоянии. Далее, между тем, ввиду отсутствия запрета на ввоз оборудования, предприимчивые граждане страны ввозили его, подключались к сетям и майнили криптовалюту с молчаливого согласия властей страны. Страна тем временем запрашивала переток у России, платила по своим обязательствам из средств инвестиционной программы, которые могли быть направлены на строительство дорог, водоснабжения и, разумеется, на энергетическую систему тоже. Воистину, мой язык – враг мой. А теперь подписываетесь. Ну вы обратитесь, вернитесь к цифрам. Вернитесь к цифрам, и вы увидите, что вы все время искажаете цифры и факты. Это уже у вас это уже, наверное, профессиональное занятие, я так подразумеваю. Это уже переходит то, что вы в уста вкладываете даже президента неверную информацию. На нашей встрече здесь глава государства говорит, что линия Чегвара, оборудование поступит 10-15 апреля. Дайте я доскажу. Я же вас внимательно слушал. Могу процитировать. Могу его процитировать. Вы прекрасно знаете, о чем он там говорил. Что если меня обманывают, то я позже буду знать об этом, приду и вам доложу, как выйти из ситуации. Вы все время, повторюсь, искажаете цифры и факты. Теперь по перетоку. Я в глаза, глядя вам, говорю, вы один из тех людей, первая скрипка,
в этой команде диверсионной, которая хочет обрушить всю нашу энергосистему и продать ее какому-нибудь бизнесмену, оставить нас без стратегической отрасли. Конечно, я вынуждена, да, на несколько реплик ответить и попытаюсь быть более корректной, чем некоторые мужчины, которые себя здесь позиционируют великими экспертами. Я отношусь с уважением к каждому из них и, соответственно, к их заслугам, это безусловно. Ну, эмоции есть эмоции. Мы в данном случае готовы держать любой удар и отвечать за свои слова. Это то, что первое я хотела сказать. Второе. Тут несколько было обвинений, относительно того, что я все время оперирую цифрами 16-20. Это ни в коем образе не относится к предыдущим или нынешним. Мы берем в разрезе 5 лет. Это стандартная норма рассмотрения экономических показателей. Я могу вам детализированный анализ, так сказать, расщепить на атомы вообще 28-летний период. И для меня это труда не составит, и мы с вами посмотрим, что происходило. Почему я говорю 2016-2021? Потому что надо смотреть в разрезе 5 лет. Это нормальная экономическая практика, и прошу к ней относиться с пониманием. Дело здесь не в том, кто возглавлял правительство или министерство. Мои реплики относительно... Да, относительно... Нет, не только в энергетике. Нет, Наталья Викторовна. Моя предвзятость в одном вопросе была обусловлена исключительно необоснованными обвинениями некоторых бывших руководителей в том, что они патриоты, и они больше всех переживали за энергетику, а вот все остальные как бы не понимают, что им надо делать. Я просто одну цифру приведу, уважаемые коллеги. Вот тут Дмитрий Григорьевич вышел, но я хочу говорить то, что является фактами. Правда же? Он же сказал, что цифры вещу прямо. Так вот, в период запрета у нас один из заводов, который является государственным, намайнил на 32 миллиона. При этом в этот период один руководитель, который сейчас возглавляет политическую партию, был начальником РЭС Гагрской, а другой возглавлял профильное министерство. С 2018 года. По 1 января 2019 года намайнил на 32 миллиона рублей. Это к вопросу о майнинге, уважаемые коллеги. Я больше не хочу на эту тему распространяться. Да. Нет, я просто напоминаю. Теперь о счетчиках. И в этом смысле, в чем Михаил Валерьевич прав, да, уважаемые коллеги, мы можем устраивать друг другу судилище, и это абсолютно нормальная норма, и мы к этому относимся совершенно спокойно. Да, возвращаемся к счетчикам. У нас в энергетике, к сожалению, да, отсутствует экономический подход. Энергетика – это соответствующая система, которая требует правильного содержания и эксплуатации. Понятно, послевоенный период, блокада, отсутствие финансовых ресурсов у страны, у людей в определенный период времени, да, была некая такая щадящая политика в отношении взимания платежей за электроэнергию. Но ситуация менялась, а подход государства в этом вопросе не менялся. У нас что получается? Когда последний раз, в 2011 или 2012 году были утверждены тарифы на электроэнергию, 40 копеек. И я тогда была министром экономики, кстати говоря. Нет, вы путаете, я сейчас к этому вернусь. А тогда вы не утвердили, наверное. Нет, это позже было. Попытка изменить тарифы была в 2013-2014 году. К сожалению, как вы знаете, привела к определенным политическим последствиям. И, на мой взгляд, в этом вопросе была серьезная ошибка. Я согласна. Я сейчас политики касаться не хочу. И даже тогда себестоимость подачи электроэнергии без учета генерации превышала эти нормы, понимаете? Когда пытались этот вопрос решить, к сожалению, не смогли. В итоге получается, что сегодня, что является одним из главных факторов, который может изменить ситуацию? Это финансовая система компании, которая способна себя обслуживать. И в этом вопросе тариф является ключевой стадией изменения финансового состояния предприятий. В данном вопросе, конечно, это непопулярная мера. И, конечно, любой бы другой руководитель на моем месте вообще бы не хотел касаться этой темы. А кому это понравится? Но мы вынуждены, и тариф, конечно, нужно менять. Что является обоснованным тарифом?
Первое, что туда должно входить, это генерация. Первое, ценообразование как формируется? Это вторичная часть. Сначала формируется себестоимость, а потом определяется цена. В себестоимость что должно входить? Первое, это генерация, безусловно. Текущее содержание, ремонт. Эксплуатационные расходы, соответственно, реконструкция, модернизация и далее постатейно, как это обычно бывает. Ну, это естественно. Получается, что сегодня мы будем формировать соответствующий подход. Кстати, методология расчета обоснованного тарифа в проекте уже есть. Вот. Я, кстати говоря, сейчас мы с Черноморэнерго практически завершили работу. Сейчас мы согласовываем ее внутри, соответственно, правительства, обсуждаем еще, как будем ее утверждать. И, соответственно, он будет исходить как раз из этих позиций. Первое, чего у нас нет, мы за генерацию не платим. Это как бы понятно, поэтому расходы на генерацию мы пока закладывать не можем. Но при этом у нас даже исключим майнинг, все равно объем потребления электроэнергии республики, безусловно, будет расти. Мы не можем его остановить на 10%, на 6%. А экономика, если будет развиваться, будут подключаться объекты, электроэнергия не может, объем электроэнергии не может меняться. В какой-то период, когда у нас произойдет, когда мы внедрим систему учета, конечно, у нас образуется экономия, но она не может длиться бесконечно. Она в любом случае будет в определенный период времени восстанавливаться. Никто не остановил процесс развития, понимаете? Но сегодняшняя наша проблема – это резкий рост потребления. И мы с вами знаем, что ночные отключения не экономят ничего, если бы не было майнинга, потому что люди ночью спят, заводы ночью не работают, ночью работают круглосуточно только майнинг-центры, и они сегодня существуют. Мы говорим о борьбе с этими майнингами, как с ними решить вопрос, потому что если мы этот вопрос не решим, а по вопросу майнингов у нас не один раз мы собирались, закон меняли. Что мешает? Почему мы этого сделать не можем? Кого мы не можем найти? Мы что, не знаем, где находятся майнинг-центры? Мы не знаем, где работает майнинг? Да, сегодня, говорят, растащили по домам, и это есть. И фермы есть. Ну давайте, мы же брали обязательство, что прекратим и закроем майнинги. Они же не разрешены сегодня. У нас статьи сегодня есть. Уголовные статьи мы ввели, в законе поменяли. Ну а ВОЗ и ныне там. 500 миллионов – это та цифра, которая сегодня у нас потребляет майнинг-центры, или как хотите их назовите. Но это факт. Нам с этим, для того, чтобы вообще взяться говорить о обоснованном тарифе по электроэнергии, о том, чтобы говорить, как снизить потребление, о том, чтобы говорить об очагваре, о счетчиках и обо всем остальном говорить спокойно, нам надо прийти в спокойное состояние. А мы в это состояние никогда не придем, пока такой рост потребления по майнингам будет. Вот в чем проблема. Давайте всем вместе решать, как эту проблему решить. Ее надо локализовать, остановить, и только после этого начать делать все то, о чем мы с вами говорили. Мы от лица народа будем требовать оставить электроэнергетику. Послушайте, давайте, меня только любви к народу меня не надо учить. Да, не надо меня, что значит от лица народа? Я свой народ меньше люблю, подожди. А что вы от лица народа с меня требовать будете? Послушай, вы сказали, что потребуете с руководства Черноморэнерго. Это не личность, это должность. Да. Значит, я вам отвечаю. В первую очередь, я вам до этого тоже сказал, с вами во многом согласен. Проблему пытались решить и так, и своими силами, и по-другому. Илья, ты меня в прошлый раз там в лес хотел повезти, показать, где что стоит. Я вам сразу говорю, работа ведется, что-то закрывается. Вот тогда за осень, когда вот это постановление было принято, около 300 крупных объектов, сами пришли многие, выявлены нами были. Падает нагрузка, какое-то время это все меняется, опять начинается рост. Помните, на Новый год мы предлагали целый ряд мер. Во-первых, закон приняли, спасибо. Приняли, ну спасибо. Но в этом законе мы просили изначально, если вы прямо на месте не позволите законодательно оборудование изымать,
Вы спросите сегодня у исполнительной власти, какой там круг проходят и сколько они вообще в виде штрафов заработали. Но МВД расскажет. Дальше, да, операторы сотовой связи, которые под Новый год реально, вот мы встретились у Халваша, я их просто попросил, ребята, давайте людям устроим праздник. Смогли же сделать? Через 2-3 дня они опять нагрузки упали, это им тяжело. Это им трудно, им нужно техническое оснащение, им нужно законодательное указание, им надо сверху указать, что они обязаны это делать. Не можем загнать. Вы признаетесь в своем бессилии. Президент бегается по стране, сам вынужден ездить по объектам, и ничего не меняется абсолютно. Что президент для нас ничего не означает? Кого мы вообще, закон для нас есть? Вы же требовали, чтобы мы ужесточили закон. Сделали один вариант, второй вариант, третий вариант. Мы приняли закон. Скажите, хоть попытка использовать вот этот закон вот в вашей работе была предпринята где-нибудь? Что-нибудь конфисковано, кто-нибудь оштрафован? А как вы хотите решить вопрос уже? Государство это как это, средство насилия, если хотите знать. Я не знаю. Эти разговоры должны закончиться. Сейчас мы мирно разговариваем. Следующее состояние, исходя из нашей встречи, из того, что здесь происходит, будет уже на уровне парламента не слушать, а будут приниматься меры какие-то очень серьезные. Давайте друг друга не будем, просто давайте слышать друг друга. Не пойдет так. Пока все маятники не отключите, ничего нас не произойдет. В моей работе, в работе моих коллег никогда не было никакой избирательности. Если хоть один такой факт будет назван, да, конкретно кем-то, пришлите его ко мне. Никакой избирательности. Ее не может быть в природе со стороны руководства Черноморэнерго. Более того, когда постановление принимается о запрете, даже те, кто хотел с нами разговаривать, что-то узаконить, что-то сделать, мы даже не говорим на эту тему с людьми. Валерий Еремеевич. А закон, который вы приняли, он работает, как я вам скажу, но госстандарта нет. Мы, допустим, фиксируем, мы по этому закону и по положению должны акт переслать в Энергонадзор. Энергонадзор в прокуратуру, по-моему, прокуратура в суд. Или Энергонадзор сразу в суд. Суд принимает решение. Единственное, что можно на этот период, там, и только после судебного решения можно изъять там, оборудование окончательно. Если не будет прописано, вот увидели мы, и имеем право, трансформаторы забрали, это увезли. Второе, Валерий Еремеевич, оборот по Абхазии, посмотрите, все, кому не лень, продают трансформаторы и там, и там, и там. Почему мы не должны, мы паспортизировать, знать, что завезли, учет вести? Идет запрет на майнинговую деятельность, посмотрите, как Наталья Викторовна говорит, в интернете сфера услуг, пожалуйста. Вот это все комплекс. Мне кажется, все-таки в начале всех начал стоит вопрос, что нам с этим делать всем, чем это должно закончиться, вне зависимости от того, кто был виноват на протяжении 30 лет. Потому что если там распределять ответственность, можно ее распределить с меньшей или большей ответственностью практически на все руководство Черноморэнерго послевоенное, полностью, там меньше, больше, куда-то, и на власть, в принципе, да. Но сейчас о сегодняшней ситуации, да, я подетально там выделил те моменты, которые бы хотел сказать. Вот по ценообразованию. Абсолютно и полностью согласен с утверждением, что сегодняшняя цена не соответствует, и надо приводить ее в норму, к минимальным требованиям надо ее приводить однозначно. И в этом отношении это работа не только Черноморэнерго, это наша с вами работа, в том числе законодательно закрепить эти цифры. Но с одной существенной оговоркой, которую я уже представление имею. Пока мы, господа, вместе с вами не увеличим ответственность и эффективность по собираемости, то есть есть эффективность потребления. То есть мы, господа, вместе с майнерами гораздо жестче стоит вопрос и в разы серьезнее с вопросом эффективности потребления. То есть куда-то это электричество тратится, у майнеров более активно, у кого-то менее активно. И результата от этого нет. Никто за это не платит, господа. И вопрос эффективного потребления, он в разы выше, чем в принципе. В этой связи, например, у нас общая собираемость из юридических лиц больше, частников меньше. Но если, средняя там где-то в районе
ну, я сейчас точно цифру не помню, среди населения там 20-25, что-то такое. Но усредненно порядка 30% собираемость, даже по 40 копеек. В случае, если мы увеличим собираемость вдвое, это будет 60%, это примерно как мы на 40 копеек увеличили на 80. И пока мы не достигнем пределов собираемости, ну, речь о собираемости нет смысла говорить вообще. В этой связи вот наши с вами инициативы в отношении электронных счетчиков, они крайне показательны. Мне кажется, что мы должны при бюджете предусмотреть эти меры, дополнительные дотации конкретно поэтому, потому что есть примеры, руководство Черноморэнерго в 2012-2013 году, в 2011 году установило, значит, электронный учет и прибора, значит, в виде экспериментального порядка там, на новом районе где-то еще. Вы знаете, какой процент собираемости там? За 90%. Существуют более эффективные меры в отношении майнеров, чем просто простое изъятие. Ну, во-первых, Михаил Валерьевич здесь говорил, если мы говорим вот о приостановлении, меня все время задевает момент, что майнера ловят, его там 200 рублей штрафуют, домой отпускают, он перетаскивает свои майнеры, новое место ставит. Но в этой части, коллеги, конечно, это инициатива ихняя, но принять законодательство ужесточающее, позволяющее органам отбирать это имущество, это оно наше с вами. Конечно, инициатива ихняя, они должны принести, положить на стол, дать им возможность отбирать. Но это фронт общей работы. Но вместе с этим, помимо отбора, да, этих, есть момент еще, вот, есть технические другие задачи. Вот на Новый год, я знаю, Михаил Валерьевич собрал группу провайдеров. Слушай, отпитайте их от интернета, и они не смогут заниматься. Я знаю, что Михаил Валерьевич собрал группу и потребовал с них, невозможно их штучно всех поймать. Интернет-провайдеры, будьте любезны, отпитайте их. Я знаю, что там есть у них способ обходить, но тем не менее, если постоянно действующая группа на Госсвязьнадзоре, который занимается в том числе и выявлением списка новых адресов, постоянно действующая группа, это не работа Черноморэнерго, это работа Госсвязьнадзора. Даст совершенно колоссальный эффект, даст. Это мы увидели на Новый год. То есть способы подхода, не надо все время встучаться в одну стенку, отнять майнеры, обесточить их не электричество, а интернет. Михаил Валерьевич, я, отсылая вас вот к сказанному в свое время, да, что все-таки депутаты должны спрашивать нас. Я вас понимаю и понимаю вашу ситуацию, вам нелегко сейчас, наверное, как никому другому тяжело, но напомню, возвращаясь к сказанному, бюджет формируется именно для того, чтобы вы через свое руководство представляли нам свое видение решения проблем. Депутаты не должны никому ходить и никого ни о чем просить. Именно в этой ситуации. Поэтому не совсем я с вами здесь согласен. Более того, да, давайте вспомним. Я не хочу повторяться, на самом деле очень квалифицированное заседание, много говорить о том, что было сказано, не хочется, но мы еще тогда говорили, караул, мамочка, мы пришли к караулу. Общими усилиями, вот никого давайте не будем, оставим. Было, есть, будет, лучше ни при ком не стало, это факт. Становится хуже общими усилиями. После вас, если так пойдем, после вас, вы же понимаете, что вы не вечные, да, будет еще хуже. Надо что-то делать. Делать надо это совместно. Вот здесь была ссылка на посла, который позволяет себе иногда бежать впереди паровоза. Он все-таки МИД представляет, а не другую организацию, которая может позволять себе это делать. Но тем не менее хочу сказать, если есть конкретные предложения по инвестированию в энергетику Республики Абхазия, обращайтесь, мы ждем. Кто нам позволит здесь не принять решения, которые пойдут на благо абхазского народа и на благо Республики Абхазия? Кто позволит не принять эти решения? Если есть вот это, знаете, как было здесь сказано, да, вот слово вылетело из головы, вот это витает оно где-то здесь, что чуть ли не парламент мешает работать. Давайте откровенно скажем, мы вам в помощь, слушай, мы народ представляем. Сегодня это орган, который обязан, не всегда может у нас получается, ну, что делать, ну,
мы готовы к сотрудничеству. Дайте ваши предложения на бумаге, что надо сделать. Не надо без нас, за нас где-то говорить и домысливать то, что мы говорим. Это неправильно по отношению к нам. Мы все-таки ведем себя достаточно корректно и с уважением. Я же не просто это для красного словца вас поблагодарил, это искренне. Я понимаю, как вам тяжело, слушай, на вашем месте не хотел бы оказаться сегодня. Это трагедия. Мы теряем энергетику. И заканчивая, не хочу просто здесь столько было сказано, к цифрам не хочу возвращаться и так далее. Мы все понимаем, что натворили. Но заканчивая, хочу одну вещь сказать. На мой взгляд, я не специалист, но как бы сегодня есть возможности, там, средства массовой информации, разные примеры разных государств. У нас иного пути, кроме как учет. А вот здесь говорили об учете собираемости. Давайте о другом скажем. Как только появится учет, потребление сокращается как минимум на 30%, а то и более. И сразу перестают гореть даже эти старые линии трансформаторы. Так что ж мы друг друга здесь целый год пытаемся в чем-то убедить? Нам надо все свои силы и возможности бросить на то, чтобы у нас появился учет, повысилась собираемость. Для этого нужно идти на такие меры, как поиски кредитов. Работать в другом направлении я не вижу возможным. Но еще раз говорю, я не специалист. А от лица своих коллег, с которыми на эту тему неоднократно общался, могу сказать, мы открыты для ваших предложений. Михаил Валерьевич, если в вашу отрасль есть инвесторы, и у них есть готовые предложения, которые уже поступили руководству нашей страны, хотелось бы тоже ознакомиться. Мы готовы их поддержать, но мы говорим о том, что звучит официально. Мы же не говорим о том, что говорят на улице. Эти фразы уже прозвучали. Дайте нам предложения, мы готовы их обсудить. Уверяю вас, что парламент Республики Абхазия стоит на защите интересов как республики, ее суверенитета, также думает о благосостоянии нашего народа. Да, я о проблемах скажу. В целом, да, они проводятся в составе оперативных групп, да, в районах они организованы. Да, буквально и на днях проводились мероприятия. Сложности просто повторяться я не хочу. Мы вчера тоже говорили, они связаны с частным сектором, нахождением этого оборудования, да. Были технические сложности, связанные с изъятием оборудования и помещением во временные моменты. Вот так получается. Ну, по моему мнению, все же, наверное, уже надо думать о каких-то мерах, да, имеется в виду, да, имеется в виду, что впоследствии те люди, которые, я не знаю, повторяли эти моменты, там, по использованию этого оборудования, подвергались каким-то определенным там наказаниям, имеется в виду там, в рамках закона. Вот так вот. Так, я не знаю, поэтапно мы готовы там, освещать какие-то моменты, связанные с нашей деятельностью. Опять повторяюсь, они проводятся практически по всем районам. Вот так вот. На самом деле, как было сказано, мы проводим работу ежедневно по обнаружению, по выявлению майнинг-ферм. Если исходить за последнее время, вот с момента введения ограничения потребления на электроэнергию, это 7 месяцев прошло, силами МВД Республики Абхазия и совместно с Службой госбезопасности было отключено более 350 объектов, проверено более 800 объектов. Если проводить анализ, то те крупные майнинг-фермы, которые существовали, это 1000 единиц, 800 единиц, последние 1,5 месяца встречаются уже 220-240 единиц, где работают майнинг-аппараты. В основном среднее количество, которое мы обнаружим, это от 13 до 40 до 50 единиц. На самом деле я согласен с тем, что кое-что возможно, и оно разошлось по
частным секторам. Попасть туда тоже нелегко, трудно. Честно сказать, закон нам не позволяет туда заходить. По приборам учета, что хотелось бы сказать. Первое. Действительно, большая благодарность за то, что парламент об этих 100 миллионах, о которых мы вели речь, это действительно нужно, важно. Чтобы не возникало мнения, что вот эта цифра была заявлена и со стороны Черноморэнерго по этому поводу никаких работ не проводилось, хотел бы пояснить. Значит, первое. Мы ведем переговоры с несколькими поставщиками приборов учета из Российской Федерации. Есть предложения из Китайской Народной Республики и из иных по поставкам приборов учета. Есть разные системы, по которым они функционируют. В городе Сухум и в республике вообще при Резо Платоновиче Зантерия была начата процедура установки приборов в Аской, они были компанией «Матрица», с той же компанией, да, это российская компания, с той же компанией мы ведем переговоры, на данном этапе мы достигли соглашения о том, что у них произошла смена поколений, соответственно, дооснастить оборудование, которое уже установлено, их приборы мы не можем, они работают в другой спецификации, поэтому мы договорились, что они пришлют нам 1000 единиц приборов, бесплатно на тестовую эксплуатацию, чтобы мы составили финансовую модель, посмотрели, как они работают в наших условиях, хорошо, плохо, и исходя из этого делали выбор. Помимо этого есть компания «Меркурий», с которой ведутся переговоры, «Энергомера», «Каскад», то есть мы пытаемся всем послать предложения для того, чтобы выбрать наиболее максимально приемлемое, удобное и выгодное для энергетики. Почему? Потому что некоторые приборы учета, которые ранее устанавливались у нас в республике, из-за перепадов, которые существуют у нас в сети, многие выходили из строя, у нас проблема с маршрутизаторами, которые были установлены, то есть сами приборы учета работают, а то оборудование, которое их опрашивает, оно очень часто выходит из строя, это проблема. Вот, поэтому, скажем так, в этом отношении работа ведется. Была проделана иная работа, в частности, как вам известно, произошла небольшая реформирование небольшое самой системы. Если ранее «Энергосбыт» была отдельная структура, это был филиал Черноморэнерго, сегодня мы их слили воедино. С начала этого года за первые 5 месяцев по сравнению с 5 месяцами 2020 года плюс составил 12,5 миллионов рублей, то есть на самом деле «Энергосбыт», как и ранее, так и в рамках компании работает очень активно по повышению собираемости. Но есть, конечно, нюансы. В прошлом году была пандемия, были сложности, и в этом году сложности никто не отменял, но работа в этом отношении ведется. Далее, что касается, значит, предложений. Мы готовим предложения, мы, то есть, не сидим безучастными, и в частности о тех вопросах, которые были сказаны с установкой новых счетчиков, с определением мест размещения майнинга в домашних условиях. Если были бы счетчики, конечно, мы бы видели их реальную нагрузку, динамику в течение дня, было бы проще выявлять. Этого нету, есть безучетное потребление, которое составляет большую головную боль. Вот мы направили предложение в правительство, в частности, для того, чтобы определять, скажем так, есть правила, по которым мы работаем. Эти правила 1999 года. На основании этих правил мы должны зайти в помещение, посчитать энергопотребляющее оборудование, исходя из этого уже выставлять ту или иную цену тому или иному потребителю. Вот. Мы предложили другой сделать вариант, потому что, понимаете, у нас 108 тысяч абонентов, всех обходить каждый день невозможно. Есть в Российской Федерации опыт, когда россияне при безучетном потреблении берут максимальное сечение кабеля, пропускную способность, и исходя из этого, если у человека не стоит счетчик, заставляют его оплачивать по максимальной ставке. Это сделано в основном не для того, чтобы кого-то там разорить или напугать, это сделано для одного, чтобы человек просто установил себе счетчик. Много здесь было интересно сказано, мы многое друг другу разъяснили, мне так кажется. Это была необходима эта встреча. Думаю, что через 10-15 дней, если что-то серьезно не будет меняться, тогда мы вновь уже на расширенном заседании парламента будем эту ситуацию разбирать и принимать какие-то решения.